Исполняющий обязанности министра просвещения Инна Алгаблия, приветствуя делегацию из Министерства просвещения России, поблагодарил коллег за визит. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с российскими коллегами у абхазских педагогов есть возможность пройти курсы повышения квалификации. К примеру, недавно более 150 директоров и педагогов общеобразовательных школ Абхазии повысили квалификацию в Центре знаний Машук. Уровень организации и, конечно же, взаимодействия был на самом высоком уровне, что хочу подчеркнуть и, пользуясь случаем, поблагодарить еще раз Министерство просвещения, администрацию президента России за столь значимое событие для нашей системы образования. Как вы знаете, мы занимаемся активным повышением квалификации наших учителей, и как раз ваш приезд, да, вот он связан с проведением нашей 7-й уже международной зимней школы «Учитель года». Сегодня у нас, Александр Вячеславович, будет возможность посетить мастер-классы, пообщаться с учителями года России, которые приехали с разных уголков России. Они у нас уже как родные, многие приезжали и на зимние, и на летние школы. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев поблагодарил абхазских коллег за радушный прием. Он выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться. И мы уверены, что мы таких мероприятий для педагогических кадров, для повышения квалификации педагогических кадров совместно организуем еще немало в ближайшее время. Сегодня очень важное мероприятие, зимняя школа, которая является традиционной, конечно же. И для нас очень важно, что учителя года, российские специалисты, которые зарекомендовали себя самым наивысшим образом, приезжают и обмениваются опытом с нашими коллегами из Республики Абхазия. Важны наши совместные проекты, такие, например, как налаживание прямого взаимодействия между нашими образовательными организациями, школами, когда можно обменяться опытом друг с другом в прямом таком долгосрочном режиме. И это, мне кажется, важно для наших контактов, для наших дружеских взаимоотношений, но и прежде всего для самих специалистов-педагогов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Затем состоялся пресс-подход. Сегодня мы договорились о целом ряде совместных мероприятий, которые в том числе легли в основу наших планов дальнейшей деятельности. И очень хотелось бы заверить наших коллег, что эта работа носит для нас системный, постоянный, длительный характер. Убеждены, что такое взаимное взаимодействие пойдет на пользу и коллегам из республиканской системы образования, ну и, конечно, нашим коллегам, которые участвуют и в сегодняшнем большом и важном мероприятии с учителями года, но и в целом взаимодействуют со школами республики. Мы сегодня обсудили очень широкий круг вопросов. Это и стратегические направления развития нашей системы образования. Сегодня у нас будет такая возможность с учителями провести стратегическую сессию при участии Александра Вячеславовича и его коллег. Также мы обсудили возможность сотрудничества наших колледжей, обсудили возможность сотрудничества между нашими детскими организациями. Также мы обсудили возможность приезда российских учителей в Россию. Есть замечательная программа «Российский учитель за рубежом». В целом, конечно же, мы нацелены на, как Александр Вячеславович подчеркнул, на долгосрочную работу. Я уверен, у нас много чего уже получилось. Далее Инна Алгаблия и Александр Бугаев посетили зимнюю школу «Учитель года». Алексей Агухава, Абхазское телевидение.